И снова всем привет! Это я, Алена Утай, и мы продолжаем наши уроки игры на варгане. Давно мы не виделись, произошло очень много нового и интересного, и я приобрела гораздо больше опыта, и сегодня я хочу им с вами поделиться. Итак, давайте начнем с того, что самое главное – это профессиональный варган. Как известно, во всем мире очень много различных инструментов. Они есть у разных национальностей, и, конечно же, мы можем подумать, что на каждом из этих инструментов можно играть очень классно, легко и уверенно. Но, к сожалению, это не так. Вот, например, сегодня я для вас подготовила подборку из сувенирных варганов, на которых невозможно извлечь звуки, каким бы классным профессионалом вы бы не были. Например, доромб. Вот есть такой инструмент. Наверняка у многих из вас есть такой. Поверьте, это сувенирный вариант. Вы никогда не сможете извлечь на нем серьезной композиции, серьезного звучания. Он звучит, да, неплохо, но как бы сыграть на нем какую-то профессиональную классную композицию будет невозможно. Послушаем, как звучит он. Окей. Есть также пластинчатые варганы. Вот такие. Наверняка у многих из вас тоже есть такой инструмент. Во-первых, вы можете услышать большое количество призвуков металлического звучания, которое портит чистый звук настоящего профессионального варгана. Сицилийский маранзану, например, это тоже сувенир. Не очень. Есть бамбуковый муккури, японский. Давайте попробуем его. Разумеется, при желании можно извлечь из любого варгана неплохой звук. Но теперь сравним с якутским профессиональным варганом, который у нас называется хомус. В варгане очень важно, чтобы язычок инструмента был очень устойчивый к ударам как спереди, так и сзади. Давайте сравним. Очень важно, чтобы варган выдерживал сильное дыхание через него. Якутский варган выдерживает. Попробуем вот этот сувенирный инструмент. Выдержит ли он удары? Я думаю, что вы слышите, что он дает металлический призвук и, если честно, очень неприятно пальцу. Попробуем еще один. Ладно, терпит. О, на этом я вообще играть не могу. Извиняюсь, но это прям сувенир-сувенир. Еще раз берем якутский варган.
Я просто лишний раз напоминаю, что это очень важно иметь изначально правильный инструмент, изначально иметь хороший инструмент. Возможно, вы классный музыкант, возможно, у вас есть навыки, вы знаете, что и как делать, вы знаете, как дышать, вы знаете, как ударять, но инструмент у вас сувенирный, следовательно, на 99% вы теряете всю красоту звучания. Поэтому это не реклама, это не убеждение, я просто хочу вам помочь и сказать, что хомус это не пианино, хомус это не скрипка, и для начинающих понятия такого нет. Если вы хотите играть на варгане, вы хотите играть классно, интересно, многообразно, вам нужен обязательно хороший, качественный инструмент. Если есть какие-то вопросы, вы можете обращаться ко мне по поводу приобретения, но это будут исключительно только такие же варганы, как у меня, профессиональные. Да, у них не маленькая стоимость, но они того стоят, и это на всю жизнь. Если есть какие-то вопросы по приобретению именно качественных профессиональных варганов от меня, то пишите мне на info@utai.ru. Варганы бывают разные, они бывают низкой тональности, высокой. Медитационные варганы, вот такие, вы можете послушать их звучание. Очень классный совет, можно сказать лайфхак, если вы пришли в магазин и выбираете из огромного множества варганов. Очень важно, чтобы деки хомуса и язычок были близко-близко друг к другу расположены. Вот, например, смотрите. Я возьму лист А4, простой лист, и попробую его просунуть между язычком и деками. Смотрите, он проходит с большим трудом. Вот. И он даже может повиснуть на листе А4. Видите? Насколько там маленький зазор. Теперь попробуем такое же проделать с сувенирным варганом. Ну, как бы вы сами все видите. С помощью обычного листа А4 вы можете проверить, насколько правильно сделан варган, подходит ли он для профессионального использования. То есть самое главное в инструменте это Итак, при выборе инструмента очень важно обратить внимание, какой зазор между язычком и деками. Он должен быть минимальным. То есть там, в принципе, с трудом должен проходить лист бумаги А4. Тогда звучание будет ярким, звучным, и вы сможете добиться очень красивого и разнообразного звучания. И, конечно же, это не является главным критерием. Я еще расскажу вам много-много секретов. Завтра мы сделаем с вами обзор варганов далее, но сейчас я просто хочу еще раз поприветствовать вас и сказать, что мы снова начинаем занятие игры на варгане. И не только. Мы будем учиться звукам природы. Я научу вас, как делать с помощью голоса своего подражания звукам птиц, животных и других явлений природы. Поэтому до новых встреч. Целую, обнимаю. Ваша Утай. Пока!